Кулинарное искусство татарского народа богато своими национальными и культурными традициями, уходящими вглубь веков. Чак-чак – национальное татарское лакомство, символ татарского гостеприимства. Это блюдо из слепленных медом мелких шариков или полосок сдобного теста, которые символизируют радушие, дружелюбие и сплоченность татарского народа. А самые активные представительницы молодежной организации «Узбекистан Татар Яшляре» поделятся своими рецептами приготовления самого сладкого лакомства татарской национальной кухни. Для приготовления чак-чака нам потребуется 5 яиц, килограмм муки, 30 грамм сливочного масла, сахар, 150 грамм меда, пол-литра растительного масла и орешки для украшения. В чашку разбиваем яйца. Добавляем к ним 2 чайные ложки сахара, по пол чайной ложки соли и соды и взбиваем до образования пены. Далее в нашу пенку добавляем размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать. После того, как масло равномерно распределится в яичной массе, всыпаем муку. Вымешиваем тесто. Тесто должно получиться не очень крутое. Наше тесто готово. Его нужно поставить отдохнуть минут на 20. Тесто следует накрыть чашкой для того, чтобы оно не заветрилось. Тесто станет более эластичным и мягким. Готовое тесто для удобства можно разделить на 2 части. Одну часть убираем под чашку. Далее раскатываем тесто толщиной 7-8 мм. После того, как наше тесто раскатано, нарезаем его на полоски такой же толщины, как и тесто. Вообще существует множество способов нарезки теста для чак-чака. В древности из него катали шарики, а также его можно нарезать лапшой. Наши жгутики готовы. Теперь нужно разрезать их на кусочки размером 7-8 мм. Несмотря на то, что у нас получились подушечки, в процессе жарки они увеличатся в размере и приобретут форму шарика. А сейчас самое время поставить казан. Наливаем в него растительное масло. Масло должно хорошо нагреться. Нарезанное тесто опускаем в кипящее масло и обжариваем до нежно-золотистого цвета. Будьте внимательны, чак-чак жарится очень быстро. И вот наш чак-чак уже пожарен. Займемся приготовлением сиропной массы. Ставим казан побольше на огонь, вливаем туда наш мед и всыпаем сахар. Сироп нужно немного поварить, чтобы сахар растворился. Пока варится сироп, его нужно непрерывно помешивать, чтобы сахар не осел. Приготовление чак-чака – очень увлекательный процесс, и наш оператор Эрнест не удержался и внес свою лепту в его приготовление.
В кипящий сироп всыпаем весь наш жареный чак-чак и орешки. Аккуратно перемешиваем с медом прямо на огне. Это делается для того, чтобы наша медово-сахарная масса равномерно покрыла чак-чак. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы не повредить форму шариков. После того, как наш чак-чак тщательно перемешан, выкладываем его на блюдо, в котором будем формовать чак-чак и подавать на стол. Начинаем формовать чак-чак руками, предварительно смоченными в холодной воде, чтобы не обжечься и чак-чак не прилипал к рукам. Придаем чак-чаку форму горки. Сформированный чак-чак можно украсить орешками, изюмом, да чем угодно, на что способна ваша фантазия. Наш чак-чак готов. Приятного аппетита!